Здравствуйте, мои дорогие, любимые, с вами снова канал Элайф. И сегодня мы с вами гадаем на замечательную тему «Главный человек года 2022 для вас». И гадать я буду на Таро Арканум. Замечательная, кстати, колода. Главный человек года 2022. У нас будет 4 позиции. И пока я выкладываю карты, я вас также приглашаю на канал Школа Таро Альвиен. Это мой второй канал. И третий канал Гадания, заговоры, ритуалы Карина. Кстати, на канале Гадания, заговоры, ритуалы Карина запущены гадания по имени на мужчину, на любовную тему. И там уже есть первые мужчины. Можете посмотреть, может быть, имя вам подойдет. Итак, первая позиция у нас будет вот такой вот прекрасный ежик. Вторая позиция вот такая вот совушка. Третья позиция у нас будет тигренок. А четвертая позиция котик. Киска, видите, какая красивая? Или котик, да? Подтягивается. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Мы будем описывать с вами главного человека года 2022 для вас. Человек года, это же так интересно, да? Наш ежик. Смотрим. Итак, мы здесь видим рыцаря мечей. Главный человек года для вас 2022 – это мужчина. Мужчина быстрый, резвый, яркий, интересный и интеллектуальный. Харизматичный человек, который умеет добиваться своих целей. А еще видит людей насквозь. И иногда может быть импульсивным и рубить с плеча. Как рубит с плеча рыцарь мечей? Ну вот если он в чем-то убедился, и его логика точно вывела, что он прав. Например, представим, что вы идете по улице, он обратил внимание, что на вас смотрит какой-то мужчина. Ну, если вы женщина, да, смотрит какой-то мужчина со страстью, и вдруг вы в ответ смотрите ему в глаза и тоже с огоньком. У него появляется логическое умозаключение. Ага, она нравится этому человеку, он нравится ей. Кто тогда я в ее жизни? И он начинает скандал. Почему? Потому что он вывел умозаключение логическое, что он прав. И ошибаться он в этом не может. То есть он убежден полностью. Такой человек может встречаться по работе, может встречаться в дружбе, в любви, может хоть где встречаться на пути на нашем пути, да, каждого человека. Но вот такие люди есть. Они мыслят очень часто логически. Они очень хорошо разбираются в какой-то работе. Они быстрые, они четкие, они делают все на 5 с плюсом. Они умеют добиваться в условиях конкуренции. Но это негативный аспект воздуха. И часто негативный аспект козерога, да? Когда человек может быть, очень резким, очень импульсивным, очень обидные вещи может сказать. И он, чаще всего бывает, если честно, прав, но по-своему. Так, мы смотрим здесь карту смерть, мы смотрим здесь карту шестерка мечей, дальше паж кубков, паж пентаклей и дьявол. Этот человек уйдет и вернется. То есть в течение года, почему он для вас основной и главный человек года для вас? Потому что этот человек уйдет и вернется. Если вы мужчина, может это какой-то друг, коллега по работе, бизнес-партнер, брат, родственник, кто угодно. То есть этот человек попытается из вашей жизни полностью выйти, уехать, уплыть, ускакать или резко с вами поговорив, разорвать отношения, а потом вернется. То есть мы видим пажей, которые говорят о налаживании связей, и по дьяволу о зависимости. Поэтому главный человек года для вас вот такая история, да, такой резкий человек, такой импульсивный, такой непонятный, такой вот храбрый вроде как, да, и умный. Кстати, с рыцарем мечей всегда есть о чем поговорить. И вот почему карты вообще это все вам сказали. Не чтобы вы отчаялись, да, а чтобы вы что-то сделали. Давайте посмотрим советы. А вот как себя вести, чтобы негативной этой истории не было, чтобы между вами не было вот этой пропасти в течение года. Мы здесь видим семерку жезлов, туз мечей, солнце, десятку жезлов и рыцаря пентаклей.
которые показывают, что по сути виной всему, если это любовная история, может быть ревность. Если это не любовная история, подозрение в предательстве или в неверности, да, какой-то дружеской, допустим, там, или родственной, или там по работе. И нужно добиваться правды. Нужно стоять на своем, нужно прояснять ситуацию до конца, даже если вас уличили в чем-то, и постараться сделать все, чтобы вывести это вот именно к открытому разговору. Рыцарь мечей, он справедлив. Если вы ему докажете именно, что вы ничего плохого не делали, что вы правы, эти отношения продолжатся спокойно и дальше. То есть вся именно проблема в его логических умозаключениях. Если вы его логическую цепочку проследите, а потом разорвете, все будет абсолютно нормально. Ну, вот такая позиция номер 1. А мы идем с вами дальше, к позиции номер 2. Главный человек года для вас 2022. Сова. Давайте смотреть. А здесь вот у нас королева кубков. Это женщина. Это можете даже быть вы, ну, по сути. Но чаще всего, конечно, мы обсуждаем человека, который играет очень важную роль в вашей жизни. Королева кубков – это нежная, приятная женщина, очень добрая и заботливая. И она сыграет большую роль чем? Ну, во-первых, своей любовью и душевностью. Да? Может быть, эта женщина даже с даром психолога или кого-то, кто умеет выслушать, утешить, дать совет. И чаще всего, конечно, это более молодая женщина, но сейчас женщины-то все такие интересные, да, что они могут, извините, в 60 выглядеть на 35, поэтому что тут скажешь. Просто красивая, может быть, красивая, приятная женщина. Для мужчин это явно любимая женщина, и никак иначе. Как и для женщины сейчас тоже в мире все есть, да, может и такое быть. Но в любом случае человек года для вас вот такая женщина. Вы знаете, у королевы кубков всегда есть экстрасенсорные способности. Она ведьма. Она самая настоящая ведьма. Она экстрасенс, она эмпат. Это человек с невероятными способностями ко всему, именно связанному с интуицией, эзотерикой, колдовством, магией. И, может быть, этот человек для вас, ну, именно в этом плане будет интересен, потому что многие сейчас занимаются таро, экстрасенсорикой, эзотерикой, магией. Может, вы у нее чему-то поучитесь, может, она будет ваш куратор, да? Иногда это просто куратор по учебе, например, конечно. Иногда это подруга, очень хорошая подруга, душевная подруга. И, естественно, она магически влияет на людей, ну, то есть не колдует на них, а просто обладает вот каким-то таким шармом невероятным, да? Когда, ну, человек, ну, как сказать, может обворожить любого просто с одним взглядом. Не надо для этого колдовать. Мы смотрим карты. Смотрите, тут история какая. Как будто бы сначала с этой женщиной связана работа. Или какая-то рабочая ситуация. Или учеба, да. То есть совместная деятельность. А потом идет период депрессии в этой деятельности. Мол, не знаем, что дальше делать или вместе, или друг с другом, или не видим выхода для дальнейшей реализации, или проблемы в этой работе, очень сильные, тяжелые проблемы. Но по тузу жезлов появляется идея, как с этим справиться. И потом эта идея просто возьмет и рухнет. Или рухнут сами вот эти отношения, из-за какого-то скандала. Но дальше у нас колесо. Колесо вращается, жизнь меняется. И эти отношения восстанавливаются в течение года, улучшаются, либо этот проект восстанавливается, улучшается и приходит большая прибыль от этого проекта. Вы знаете, бывает такое, что люди сотрудничают или даже люди любят друг друга. Это тоже работа над отношениями, сотрудничество в отношениях, да. Но не всегда сразу получается. Нужно время для дружбы, для работы совместной, для любви. Нужно притереться, нужно уметь сочетаться друг с другом и ну, как-то даже, да, терпеть недостатки друг друга. А даже у королевы кубков есть недостатки. Естественно, она не может быть идеальной, правда? И, конечно, карты здесь четко показывают,
что да, бывает такое, что ругаются и с королевами кубков. Почему они ругаются, люди, да, с королевами кубков? Ну, потому что бывает, там найдет коса на камень, что-то не поделили, что-то как-то поругались, поссорились. Но это все говорит просто о том, что все равно вы можете с ней восстановить эти отношения и добиться совместно еще большего, чем даже вы мечтали. Понимаете? Вывести эти отношения на совершенно новый качественный уровень. И я считаю, что это хорошо, прекрасно. И каждый из вас может делать вклад в эти отношения, и чтобы все было хорошо, да, друг с другом, и добиться почему-то совместно именно больших денег. Вот как бы эта женщина, она для вас почему главный человек этого года? Она ведь вам приносит богатство, но богатство именно через конфликт идет, через ссору. Мол, сначала что-то затеяли вместе, попробовали, да, не получилось, рассорились, помирились, потом добились богатства. Ну, вот такая позиция номер 2. Вообще это очень интересно. У кого как срезонирует. А мы перейдем к позиции номер 3. Главный человек года 2022 для вас. Наш тигренок, символ года. Давайте посмотрим, кто это. 5 кубков. Человек, который разочаровался в себе, в людях, испытывает чувство вины, некий кризис жизненный, кризис личности. Ему тяжело сейчас в жизни, у него куча проблем. Это может быть как мужчина, так и женщина. Сейчас будем уточнять. Но сам факт, да, сам факт. Этот человек сейчас находится, можно сказать, в попе мира, да, когда мир отвернулся от него, как ему кажется, и он живет в одних сплошных проблемах. Возможно, даже вы разочарованы в этом человеке, но именно для вас это человек года. Хорошо, давайте-ка мы развернем эту карту все-таки. Мы должны понять, кто это, что это и так далее. Королева Пентаклей — это либо женщина, либо это вы уже, да, допустим, если вы женщина. Так, смотрим. Тут такой тяжелый путь идет, очень тяжелый. Мне нужно понять тут немножко. Вы знаете, тут как может быть? Либо это мужчина, либо это женщина. Но, опять же, да, двоякая ситуация по картам. Для кого-то это мужчина, который полностью разочарован в жизни и разочаровал вас как женщину. Для мужчины скорее это женщина все-таки, которая разочаровала этого мужчину и сама разочаровалась во всем в этой жизни. Но период реабилитации у этого человека будет крайне долгий, и первая половина года точно не как период реабилитации будет. То есть это будет долгий процесс между вами даже вообще. Вы попытаетесь человека вытащить, а человек не вытаскивается. Человек настолько в сложном состоянии, что может заработать, не знаю, как лёжкой лежать к стене, отвернувшись, и все. Вы попробуете этого человека вытащить, он скажет: я вообще стеснен во всех местах. В средствах, в жизни, да, во всем. Меня обложили. И вы попытаетесь общаться с человеком, он не идет даже на контакт. Вы попробуете, может быть, как-то пойти навстречу, да, что-то сделать, а человек уходит от этого. Уходит и как-то даже осуждает, но потом произойдет чудо. Человек захочет жить, захочет реабилитироваться. Вообще тут, знаете, еще как может даже ситуация разворачиваться, что если женщина, и для нее это мужчина, разочарованный в жизни, то даже может быть общий ребенок, брак, как бы семья, но восстановление, через восстановление отношений. А для мужчины это может быть с женщиной восстановление отношений. Тут не рабочая ситуация, совершенно точно. Тут чье-то отчаяние и реабилитация полная, улучшение, притирка. То есть чудо, вот настоящее чудо, когда человек восстанавливается, возрождается, и отношения становятся хорошими. Именно через какое-то чудо, то есть он понимает, что ему нужно вернуться на нормальную жизнь, вот так. Сам это поймет этот человек. А пока, как вы ни старайтесь, вы не сможете его переубедить даже. Но вы будете все равно стараться. Ну, такая позиция номер 3. Давайте посмотрим позицию номер 4. Наша киска. Человек года, главный человек года для вас, 2022. Давайте смотреть.
Королева мечей. Ну, королева мечей — это какой-то строгий человек. Чаще всего это женщина, строгая, дисциплинированная, возможно, начальница, или у которой есть руководящее кресло, или женщина, строгая мать, но та, которая может привести вас, по сути, к тому, чтобы вы могли быть более строги к себе и работать над собой. То есть эта женщина приводит, по сути, к тому, чтобы работать над собой. Колесница, Луна, семерка мечей, тройка мечей. Женщина для вас враг, она вас стимулирует к росту. Странные карты, если честно, потому что вроде как главный человек года, да, а с другой стороны враг. То есть тот, кто может обидеть, может сердечно обидеть очень сильно, развернуть вашу жизнь на 360 градусов, ну и на 180 градусов, как говорят, да, все перевернуть и находиться на расстоянии даже потом в итоге. Тут может быть любая ситуация. Например, соперница, конкурентка, начальница, но злая мать, злая мачеха. Тут, понимаете, как бы жена вашего возлюбленного, да, кто угодно. Но, вот, видите дальше, как разворачивается-то. Если вы женщина, у вас будет, скорее всего, соперница, которая постарается отобрать у вас мужчину, и это будет ее главная цель, но этим именно она стимулирует вас к развитию. Вы станете работать над отношениями, вы станете лучшим, вы будете больше любить, вы будете больше красиветь, худеть, оздоравливаться. Вот как бы без нее у вас бы ничего этого не было. То же самое в работе. Какая-то женщина мешает вам работать, вы с ней справляетесь, и из-за этого работаете все лучше, лучше, лучше. Такая ситуация идет. Именно как катализатор-стимулятор, но жутко негативный и злой. То есть вот такая противная Мегера. Для мужчины это женщина, с которой очень тяжелые отношения, которая прям вас изнутри вытрясет, прям как перетрясет весь хлам внутри, но при этом потом вы добьетесь хороших с ней отношений. Через некоторое время, скорее к концу 2022 года. Однако перед этим она вам всю душу вытрясет, и вы станете другим человеком, чего вам и нужно было, чтобы взять себя в руки, дисциплинировать себя, навести фигуру, лоск, я не знаю, добиться всего в жизни, стать богатым, известным, популярным, все благодаря этой женщине. То есть иногда есть люди, которые нас стимулируют к росту. А почему они так делают, эти люди, как вы думаете? Потому что их, по сути, как будто Бог послал. Для того, что раз мы сами не развиваемся, мы сами не можем это сделать для себя. Мы не можем взять себя в руки. Вот есть такая история про Сатья Саи Бабу, что одна женщина приехала в ашрам Сатья Саи Бабы, это в Путтапарте в Индии, и у нее был очень большой вес, избыточный вес, и она хотела похудеть, кажется, килограмм на 40. Она написала Саи Бабе письмо: «Дорогой Сатья Саи Баба, я хочу похудеть, по-моему, на 40 килограмм за полгода. Я хочу взять себя в руки. Помоги мне в этом, сделай это для меня. Я буду очень этому счастлива». Прошло, немножко времени, она приехала домой и пришла к врачу, что-то ей стало плохо. И ей поставили диагноз — сахарный диабет. Ее посадили на дичайшую диету. Препараты ей первое время не выписали. Сказали: раз у вас диабет только начинается, вам нужна диета. Может быть, вы справитесь, и организм реабилитируется. И она полгода сидела на диете, сбросила ровно 40 килограмм. И потом пришла к врачу ровно через полгода. И ей сказали, что никакого диабета у нее не было никогда, и что на ней просто ошиблись. Для чего все это было нужно? Ей, конечно же, это послал святой, аватар Всевышнего, Сатья Саи Баба, чтобы она похудела, потому что другим способом она не худела, а она этого очень пожелала. Понимаете? То же самое здесь, абсолютно. Для вас эта женщина настоящий тренер, катализатор, тот, кто заставляет вас быть лучшим.
Иногда мы становимся лучше с помощью нашей здоровой конкуренции, злости внутренней такой, когда мы хотим кого-то победить, кого-то одолеть. Мы не можем позволить себе быть толстыми, некрасивыми, прыщавыми или еще какими-то там с некрасивой прической. Мы хотим денег, мы хотим хороший дом, мы хотим быть лучшими хозяйками, благодаря просто тому, что есть какая-то выдра, которая может в любой момент увести нашего мужика. Правда? Ну, вот такая позиция номер 4. Именно поэтому именно она стала человеком года для вас, а не, допустим, ваш мужчина или еще кто-то. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Life. Всем пока и до новых встреч. Жду ваших отзывов.